Село как выставка действующих энергоэффективных технологий. Повышение энергоэффективности и экологической безопасности на уровне местных сообществ – актуальная проблема в условиях современного энергетического кризиса. Примером практического подхода к решению этой проблемы может служить опыт проекта, реализованного экологическим движением «Биом» совместно с местной властью и активистами пилотных сел. Увидеть результаты такого подхода можно на примере пилотных сел проекта. Для знакомства были выбраны два не самых дальних села – Новопокровка и Бала-Айлчи. Село наше называется Бала-Айлчи, историческое название Жардесу. В 1993 году это село было переименовано в честь основателя этого села, волосного, уважаемого нами Аксакала. Его сейчас нету, но это Бала-Айлчи. То есть его зовут Айлчи имя, а Бала это добавили народ, так называл его. Ну, село наше расположено, как видите, под горами. Проживает здесь около 1000 людей. Из инфраструктуры есть средняя школа имени Абдыкула Джапарова, ФАП и отделение почты. Солнечные водонагревательные коллекторы установлены в средней школе и ФАПе. Построена энергоэффективная теплица и подарены солнечные печи активистам села. Совместно с общественным фондом Кэмп Алатоо построены энергосберегающие печи в ФАПе и частных домах сельчан. Вот, например, у вас в школе, я видела, на крыше стоит энергосберегающая конструкция, да? Да, это солнечный коллектор. Вот коллектор, как он у вас работает? Какой результат вы получаете от использования? Ну, вы знаете, результат получается отличный. Отличный в том, что и постоянно есть горячая вода. Для того, чтобы вскипятить какой чайник воды, сколько электроэнергии уходит? Обеды, завтраки там? Ну, у нас, знаете, да, обед только идет, и то чай это делается, ну, при размере. Да. Ну, эту посуду надо мыть. А для того, чтобы эту посуду вымыть, надо вскипятить на плитке. А эта вода уже готовая к употреблению. При помощи этой воды можно и стирать, пожалуйста, и мыть посуду, мыть полы, все, зимний период это... Сколько учащихся в вашей школе? Ну, на данный момент у нас где-то 140 учащихся. Люди, которые приезжают помогать нам и учат нас чему-то, подсказывают, помогают делать, это в действительности друзья. Ведь друг старается помочь, облегчить жизнь людей. Во-первых, Биом нас научил в первую очередь это использование альтернативных источников энергии, то есть солнечные лучи. Вот вы посмотрели, у нас есть солнечные коллекторы. Мы сделали проект первый, вот у нас на ФАПе есть и в школе. В школе мы попросили нам помочь это в школе сделать, потому что надо мыть посуду, использовать горячую воду для уборки классных помещений. Это здорово нам помогает. С одной стороны, экономия электроэнергии идет, а с другой стороны, учат людей, что нужно сделать, чтобы, вот, допустим, сберечь эту электроэнергию. Мы учили людей, как сберечь топливный ресурс. Не все могут купить уголь. Уголь дорогой? Дорогой. У нас пока до сюда этот уголь приедет, у нас тонна выходит где-то до 4000 сомов. А вот эти печки дают возможность экономить топливо, то есть меньшее количество топлива уходит, а это топливо дает больше тепла. Но для того, чтобы сохранить это тепло, во-первых, надо утеплить дом. Ведь у нас получается как? Вот 100% тепла, 50% уходит куда-то в воздух, а 50% остается дома. От этого происходят различные заболевания, и это обратно бьет по карману. А вот когда ты утеплил дом, все сделал как положено, и вот такую печку используешь, во-первых, ну не сразу, но постепенно эта печка начинает оказывать, будем говорить, финансовую помощь. То есть вы экономите деньги. К сожалению, мы консерваторы. В действительности все новое с трудом пробивает себе дорогу. Есть люди, которые в это верят, есть люди, которые не верят.
Но главное, я считаю, людям надо дать знания. То есть обучить их, реально показать, и потом уже люди будут сопоставлять, что было, что сделано и какие результаты получаются. Поэтому, я думаю, в первую очередь, это информация и знания людям надо давать. И никогда не надо людям говорить, вот мы придем, тебе сделаем. Ибо когда тебе это бесплатно делает, бесплатное оно как-то никто беречь не умеет. А когда человек вкладывает свой труд, вкладывает немножко свои финансы, и это делает, он начинает бережно относиться ко всему к этому. Но жизнь заставит нас. Мы, вот сейчас уже дома строят, вот новые дома строят, уже с учетом, понимаете, энергосбережения. Вот с учетом энергосбережения старается утеплять полы, старается сделать так, чтобы не было щелей нигде, старается все сделать так, чтобы тепло оставалось в этом доме. Но людей, по крайней мере, все равно надо учить. Ибо без знания человек ничего не сможет добиться. Село Новопокровка из Сыкотинского района Чуйской области. Здесь несколько демонстрационных объектов. Установлены солнечные водонагревательные коллекторы и солнечные бочки. Построены энергосберегающие печи и энергоэффективные теплицы. Малоимущим семьям подарены солнечные печи. В нашем айлыкмыту Сыкотинского района Логдинском айлыкмыту мы тесно работаем с биомассами. Мы с помощью их установили в средней школе имени Баранова номер 2 водонагреватели. То же самое в нашем айлыкмыту действующий садик есть, номер 5 Алтынбалалык. Там тоже поставили. В нашем детском саду установлены коллекторы на крыше. Да, они приносят, они полезные. Почему? Потому что у нас в зимний период вода нагревается, и теплая вода у нас уже без электричества. А в летний период вообще очень даже хорошо, потому что он нагревается прям до кипения. И когда нянечки моют посуду, там это очень помогает. Новые объекты энергосбережения в селах стали и объектом привлечения внимания разных групп населения, и действующей выставкой использования солнечных и энергосберегающих технологий. Это позволило создать условия для эффективной трансляции знаний не только для местных жителей и соседних сел, но и для обмена опытом в местных сообществах. По мнению сельчан из пилотных сел, кыргызстанцев, надо шире привлекать к обучению энергоэффективности и энергосбережению. Тогда каждый житель сможет впустить в свою жизнь больше солнца. Наша забота о будущем в наших делах.